путинской России слова «правда» и «экстремизм» практически стали синонимами. За правду беспощадно сажают. Тем не менее, на нашем канале есть программа, где мы не боимся называть вещи своими именами. 282. Без политесов. Все, о чем вы хотели узнать, но боялись услышать. В ближайшую среду. Здравствуйте! Я рад приветствовать всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 23 марта 2021 года. Если вы смотрите этот сюжет именно во вторник, 23 марта, значит вы точно патрон нашего канала. Огромное вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете в это тяжелое время для нас. Спасибо. Ну, а мой сегодняшний собеседник, я без всякой преамбулы сразу же перейду к делу. Мой собеседник Ахмед Закаев. Ахмед Халидович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я сразу же хочу принести вам свои извинения за то, что, возможно, ваше это интервью посмотрит очень маленькое количество людей. Но тех людей, как вот кому надо, они действительно наши, они ваши и наши. Это наши люди, действительно. Потому что идет такая суровая, непримиримая борьба с каналом Сотник ТВ. Вот, пожалуйста, Каспаров может говорить в информпространстве. Ходорковский, пожалуйста, Навальный, пожалуйста, хотя и сидит. Многомиллионные просмотры. Это я не от зависти говорю, не от зависти. Не надо возбуждаться, господа тролли пригожинские, не надо. Так вот, я прошу у вас прощения, с нами идет действительно борьба. И я знаю, что совсем недавно YouTube к вам тоже какое-то письмо прислал, да, по этому поводу? Да, неоднократно. Это они уже добрались до YouTube. Относительно российской прессы, там вообще просто строго-настрого запрещено даже делать ссылку на мой комментарий какой-то. Ого. Не говоря уже о том, чтобы дать мне возможность что-то прокомментировать, а вообще даже ссылку делать на мои комменты по поводу чего бы это ни было. И вот сейчас последнее, то, что я получил, это интервью вроде бы на чеченском языке. Я в большей степени говорю о взаимосвязях Кадырова с Путиным и провожу параллели с той советской эпохи, когда мы были... Чеченский народ был направлен или поставлен на путь Ленина. Это у нас так назывался. Путь Ленина. Ленинский путь. А сегодня Чечня поставлена на Ахмадо-Кадыровский путь. И я ему говорю, чеченцы вот тот путь выдержали и вышли из-под этого советского гнета, не сомневаясь в том, что из этого пути они выйдут достойно и приобретут свою свободу и независимость. В общем, в этом ключе был разговор на YouTube-канале. Это уже 3-4 раз они мне присылают письма и блокируют. Ну, ссылки делаются на Роскомнадзор. Конечно, это Роскомнадзор, который направляет все эти дела. То есть у путинского режима есть свои оппозиционеры, и которым можно комментировать, давать комментарии, обсуждать, рассуждать на разные темы. И есть те, которые категорически запрещены. То есть мы с вами удостоены вот этой чести избранных, что нас категорически нельзя ни показывать, ни давать возможность высказываться. Все, Александр, извини, я немного... Мы с вами лауреаты антипутинской премии года. Мы с вами, я вас поздравляю, действительно. Оказаться с вами в одной компании для меня лично большая честь. Спасибо, Александр, спасибо. Взаимно. Ну вот, кстати, чтобы далеко сейчас от чеченских вопросов не уходить, тут месье Путин отправил в отставку, хотя какой он месье, пацан, Путин отправил в отставку главу полиции Чечни Апты Алаудинова. Вы наверняка знаете, что это за человек такой, Апты Алаудинов. Когда-то этот мент отвесил такой шутливый подзатыльник портрету Рамзана Кадырова. Потом записал видеообращение. Нет, я этого не делал, это все фейк, это не я. И присягнул Рамзану Кадырову, но тот, видимо, затаил, и вот теперь отставка. Скажите, там неужели в Чеченской Республике такие прямо тайны мадридского двора происходят?
Да нет, никаких тайн нету. Это настолько все открыто. Есть барин или бай или хозяин и плебей. Мгм. И плебеи пытаются угождать и пытаясь угодить хозяину, делают столько всего невероятных усилий, но стоит им хотя бы на каком-то этапе малейшая их ошибка с их стороны, их выкидывают как отработанный материал. Вот этот товарищ, замминистр, так громко названный, замминистр, генерал там, это один из тех, кто публично заявлял о том, что если есть люди, которые критикуют власть, малейшая критика в адрес существующего режима, как в России, так и в Чечне, я вам заявляю, он публично это делает, я вам говорю, подбрасывайте наркотик, патроны, все что угодно, задерживайте, сажайте. А когда вы задержите, вот там мы устроим. Вот это как раз тема, вот, которая сегодня Милашина и Новая газета поднимает о тех пытках, убийствах, массовых убийствах и пытках. Вот это все, в принципе, вот этот генерал, которого Путин уволил с подачи Кадырова, стоял у истоков вот этих самых невероятнейших историй, которые были направлены на результат. Ну, вы знаете, что такое результат, да, вот из этих статей, из работы Милашиной, которые они выставили. Результатом они называют тех, кто, если человека уничтожили, они должны его назвать шайтаном, ваххабитом, что он оказывал сопротивление, был в рядах этих. И вот это результат. За это премии, за это какие-то дополнительные какие-то вознаграждения. Преференции, да. И вот этот Алаудинов, который так бы, видимо, какой-то непонятный, я даже не представляю себе, как он мог это допустить, да, чтобы он даже симитировал. Это в кошмарном сне ему не могло сниться. Или, может, кто-то его оговорил даже, я не знаю. Поэтому вот у них отношения не какие-то интриги там, какие-то там. Просто плебеи и есть хозяин, который может что-то нравиться, а может просто даже без причины что-то ему не понравится. Или ему что-то придет в голову, взбредет. Да? Если он какой-то более активный, и не дай бог на него положат глаз на Москве, это же конкурент этому действующему. Там есть один ролик, вот когда они готовили убийство Ахмада Кадырова, старшего. Они в каком-то конференц-зале, ситуация или в Сочи, или где-то происходит, Путин поднимается по лестнице, внизу в кадре, там вокруг какой-то молодежи стоит Рамзан Кадыров. Ну, тогда ему, по-моему, 22 или 25, 26, я не знаю, сколько это. Ну, молодой пацан стоит. Путин его подзывает наверх к себе. Подзывает и что-то ему на ухо говорит. Ну, тот идиотик, он сразу выбегает и своим этим окружением. Запомните, это исторический день. Это исторический день. Путин позвал меня и, положив руку на плечо или что-то там похлопнул по плечу, сказал: береги себя, ты нам еще будешь нужен. Вот я думаю, вот с этого момента Путин положил глаз на Кадырова-младшего, а с Кадыровым-старшим у них уже возникли проблемы на самом деле. Реальные проблемы возникли. Потому что то, что было обещано Кадырову-старшему, когда он готовил вторую военную кампанию, а он ее действительно готовил, он заверил Путина и всех силовиков, что нельзя останавливаться у Терека. Решение изначально, план во время второй военной кампании был в том, чтобы подойти до Терека и остановиться, и потом начать переговоры с Масхадовым. Это именно Кадыров убедил их, нужно перейти Терек и начать военную кампанию. И что он гарантирует, что большинство тех полевых командиров, которые находятся на территории, что они перейдут в их сторону, на их сторону. И вот это проблема. А Кадыров свою задачу выполнил. Он сделал так, что Чечня была оккупирована, провели так называемый референдум. Кстати, сегодня или завтра будет годовщина какой-то будут они отмечать. Мне придется и по этому поводу тоже комментировать. Провели референдум, избрали президента, там, парламент, все. А заключать договор о разграничении полномочий по
татарскому сценарию, чего было обещано Кадырову и на что рассчитывал Кадыров, когда шел на услужение Путину. Этого было не сделано, потому что у Москвы были другие планы. То есть вот эта проблема действительно, когда Кадыров предложил полноправный договор о разграничении полномочий с Россией, этот договор был отклонен, и Кадыров очень сильно был разозлен на эту ситуацию. Он понял, что его использовали, что он стал просто одним из таких региональных руководителей, и никакой власти, и никакого влияния у него в Чечне нет. Чеченский обком. Да, и у него были другие амбиции. И вот с этого времени, когда Кадыров младший, Путин позвал Кадырова-младшего и сказал ему, что вы нам еще нужны, вот с этого момента началась подготовка к 9 мая, к подрыву трибуны, где сидел Кадыров. То есть, я почему это сказал? Это сказал вам, Александр, просто параллели. Вот активность, как в то время так рьяно рвался в бой младший Кадыров-младший, на это обратил внимание Путин. И вот когда вот этот Алаудинов тоже лез во все эти самые, и выпячивал грудь и говорил, я только один, который стоит на защите интересов и России, и чеченского падишаха. То есть Кадырову показалось это слишком подозрительно. Он подумал, что от этого человека надо избавиться. А вдруг там в Москве решат подозвать Алаудинова и сказать ему, береги себя, товарищ Алаудинов, ты нам еще пригодишься. А Кадыров знает, что это означает, если подзовут и это самое. Рамзан знает, Рамзан пожил, да. Такой мой, наверное, чуть большой, или, я не знаю, комментарий вот к вашему вопросу по поводу Алаудинова. Очень интересный комментарий, прям совсем по делу. А понимая природу некоторых людей, которые близки к Путину, они легко родителей предают, очень легко. Ну, достаточно вспомнить Ксению Собчак. Как она предала? Абсолютно, это однозначно. Так что люди, которые привыкли, вернее, которые жаждут, они бывают заметны, амбициозные, жадные, жестокие, коварные во всех отношениях. И беспринципные совершенно. Да, абсолютно беспринципные, бесхребетные. И из них можно делать все, что угодно. И вот этот прием был использован Путиным. Администрация Джозефа Байдена, да, вот неделю назад заявила о том, что в течение 3 недель может атаковать Россию в киберпространстве. Как вы считаете, что будет, какие удары будут нанесены по Путину? Вы, по-моему, уже почти более 2 лет находитесь на Западе, да? Или 2 года находитесь? Уже 3. Уже даже 3 года. Уже 3, да. То есть я здесь нахожусь уже более 17-18 лет. Вот первые годы, наверное, первые 3, 4, 5 лет я как бы тоже вводился на любые какие-то высказывания и заявления западных лидеров или с Запада. Я принимал это всерьез и начинал ожидать, что вот что-то будет. Я вас уверяю, Александр, ничего не будет. А вот это айдо, то есть вы считаете Путина убийцей? Да, я думаю. Это тоже это... Дело в том, что ничего нового он не сказал. Дело в том, что Байден в этом случае ничего нового не сказал. Уже Путина, Министерство иностранных дел Франции, еще в Сирии, когда он бомбил Сирию, тогда его называли убийцей и приписали ему ярлык «военный преступник». Меркель в свое время сказала, что это неадекватный человек, он живет в каком-то своем потустороннем мире. Да. Абсолютно невменяемый человек. Даже Трамп, любимчик Путина, когда ему задали вопрос, Путин убийца, он же не сказал, нет, не убийца. Он сказал, а кто не убийца? Помните? Да. Было такое. Поэтому ничего какого-то сверхординарного или сверх чего-то Байден не сказал. И исходя из того, что Байден сказал, реакция Путина,
но вы же слышали его, да? Он не хочет развивать этот конфликт. Там в России неправильно вы поняли. Вот путинские плебеи из его банды, люди поняли неправильно, пахана обидели, надо выскочить вперед и заступиться. И началась вот это вот, мы не позволим, Байден дурак там, Байден накажем, то. А Путину пришлось, наоборот, снимать эту, разряжать ситуацию. Он пожелал здоровья и сказал, ну, я готов пообщаться. А то, что он там перечислил историю, да, России, становления Америки или даже, ну, это все, если кто-то начнет пересказывать нам историю становления Российской империи, это будет нечто пострашнее и Америки, и Нагасаки. Да, вы правы. Нагасаки. Да, поэтому я думаю, это было лишнее. Ничего не произойдет, никакой кибератаки не будет. Дело в том, что, Александр, вот сейчас, мне кажется, самая основная тема, почему Запад себя так ведет. У меня нет ни малейшего сомнения, что все, что сегодня Путин делает, это Запад это устраивает. Потому что они для себя четко определили. Бороться с шовинизмом России бесполезно. До тех пор, пока Россия обладает вот этой территорией, огромнейшей территорией, и является хозяином это там 17-18 миллионов квадратных километров, 17 с лишним, по-моему, миллион квадратных километров. Вот это вакцина от или против свободы, против каких-то общепризнанных человеческих ценностей. Население воспринимает вот эту территорию и свою значимость как свою избранность. И что они могут себе позволить все, что угодно. И что с ними должны считаться все и во всем. Вот это то, что подпитывает режимы Путина. И всегда подпитывали. Чекисты еще со времен Сталина, или же возьмем Ивана Грозного, да? Когда что происходило? А все эти преступления, гулаги и военные преступления Сталин совершал под бурные аплодисменты рабочих и крестьян. И вот этого населения. Мы же знаем, что Сталин был востребован. Вот прошла история, да, столько там развенчали культ, уже всем стало понятно, какие страшные преступления он совершил. Ну, путинский электорат одному поддерживает и сегодня Сталина. Сегодня Путина поддерживают те, кто поддерживает Сталина. И поддерживали Сталина. И по сей день сохраняет о нем какое-то величие. И внушает всем, что это был тот, кто построил вот эту великую державу. Я вам больше скажу, Ахмед Халидович, Наш корреспондент в Москве Ярослав Тюжин провел буквально на днях опрос и зафиксировал его на видео. Все это можно будет посмотреть у нас на канале. 7 лет после Крыма. Так вот эти все приезжие, которые тусуются на Манежной площади, вот эти россияне, которые там уже нет иностранцев совсем, только россияне. Они приезжают, значит, в Москву, и там на Манежной площади, по Красной площади ходят, по Манежной. И вот он у них поспрашивал. Все, как один, Крым наш. И не трогайте Путина. Путин наш и Крым наш. Так вот, когда господин Навальный, когда господа оппозиционеры, я их уже иногда называю даже фашистские оппозиционеры. Оппозиционеры внутри фашистская оппозиция. Когда они говорят, не трогайте народ, народ ни в чем не виноват. Так вот, народ это и есть Путин. И вводить санкции против такого народа богоугодное, справедливое, исторически оправданное дело. Вот что я вам скажу. Абсолютно точно, Александр. Вот теперь вы ответили и на свой вопрос, и на мой вопрос, который я хотел. Дело в том, что Запад, видя эту ситуацию и зная корень проблемы, Западу даже не приходится объявлять санкции против этого народа. Путин сам за них делает это. Именно Путин делает за них это. И санкции,
И вот какое социальное положение, да, с пенсиями, с зарплатами, с этими, с медициной, с образованием, ужас. По всем этим статьям их наказывает Путин, даже не Запад. И на Западе очень четко понимают, вот чем дольше Путин находится у власти этой стране, тем самым он приближает конец вот этой нам всем известной империи зла. Тем вот разрушительнее будут последствия, да? Абсолютно разрушительные. И после Путина это будет уже совершенно другое население, это будут другие государственные образования. Да, распада не произойдет, но о чем мы всегда с вами говорим, не позволит, не допустит. Но трансформация произойдет, и с этого времени это будет совершенно другая страна и другие люди. И это понимает Запад, и вот поэтому они не будут делать ничего, чтобы раньше времени сместить Путина. Они из него выжмут все, что возможно для того, чтобы наказать или же освободить вот это население от этой территории, от их абсолютно ненормального мировосприятия из-за этой территории. Угу. То есть, я так понимаю, что по мнению, вот что, как вы сказали, что, видимо, по мнению политиков Запада, этот путинский яд должен отравить и свести в могилу максимальное количество людей в России. Так, что ли? Нет, не максимальное количество людей, а просто разрушить вот ту систему, которую Путин создал. Не Путин его не создавал, Путин его реанимировал. Вот эта система, она всегда существовала. Почему Путин, когда пришел к власти, прежде чем начать реставрацию вот этой системы, он сказал Доренко, что народ у нас правильный. Вот начиная с Ивана Грозного, народ правильный. И этому народу всегда нужен был вот такой режим. Народ именно правильный, такой... да. По поводу таких царей, да, народ правильный. Народ правильный, и Путин это понимает. И поэтому, что бы ни происходило, сейчас Навальный сейчас вне критики, абсолютно, я не к этому это говорю, но даже вот его призывы, все эти дела, почему Путину они не мешают? И почему Запад на них не ведется? Потому что выходит сколько людей? 10, 20, 30, 100 тысяч, даже если 150 тысяч от 150 или 140 миллионов, это вообще ничего не значит. И поэтому Запад как бы не ведется на вот такие Навального или другого призывы и вызовы. Да? Они не хотят брать на себя то, что из России им нужно Западу. Они получают все. Больше, чем даже они рассчитывали. Поэтому необходимости разрушать путинскую систему на сегодняшний день у Запада нет, Александр. Вот мы говорили об этом долго, но я имею в виду, что никаких резких движений со стороны Запада против Путина не будет. Все должно произойти с самой России, внутри России. И оно произойдет. Но вот смотрите, сегодня господин Лавров дал интервью китайским СМИ, где просто облизал Китай с разных сторон. Он просто уже, не знаю, весь слюной истек. Он сказал, что все, русские легли и просят. В общем, Китай, владей нами как хочешь. Все. Это означает, что Путин действительно ложится под Пекин, пытаясь образовать, некий такой второй полюс. Помните, как раньше был там двухполярный мир, да? И вот таким образом Путин предлагает товарищу Си объединить усилия и организовать такой второй полюс противостояния с Западом. Западу, точнее. Получится ли у них это? Или Китай так это вежливо кивнет, скажет: спасибо, все было очень вкусно, отдавай нам Восточную Сибирь. Александр, дорогой, дело в том, что когда это происходило, когда создавался второй полюс, да, СССР и Китай, это был СССР. Это была другая держава. Это была другая страна. И во главе этой страны находились идейно верные этому режиму, этой системе люди. Не варьё.
Да. Не варье, не люди, которые донашивали одни башмаки всю свою жизнь. Да? Вот есть там очень примечательный момент, когда Суслов был Сталина такой, у нашли, него вообще там... обнаружили Сталина, да, у него эти башмаки были с дырками. Да? То есть, а сегодняшнее варье, да, это не СССР и это не тот режим. Да, Китаю сегодня Россия нужна как сырьевой придаток, как вы совершенно точно сказали. Отдавайте нам. И, конечно, американцы сделают все, чтобы они не получили. Они даже Китаю могут что-то взамен предложить, прежде чем они начнут использовать вот этот ресурс, который им предлагает Лавров. Я думаю, что Америка заинтересована в отношениях с Соединенными Штатами. А то, что Россия является сырьевым придатком и для Запада, и для Китая, это ни для кого не секрет. И эта ситуация, пока во главе находится сегодняшний режим и Путин, эта ситуация не изменится. То есть у Китая нет необходимости менять свои приоритеты. А приоритетной для Китая остается Соединенные Штаты, взаимоотношения с Соединенными Штатами и с Европейским Союзом. Вот эти две махины, с которыми Китай будет готов разговаривать на равных и будет защищать свои интересы и пробивать свои интересы. А Россия это так, довесок ко всему этому. Да, такая. Маленький салатик в большом обеде. Абсолютно, да, точно. Да. Считаете ли вы вероятным вторжение Путина в Украину в ближайшее время? Потому что поступают разные сведения, они весьма тревожные. Люди просто говорят о том, что скапливает войска, скапливается техника путинская у границ. Мое мнение, нет. Мое мнение, нет. Он не пойдет с войной на Украину. У него нет таких возможностей, во-первых. Во-вторых, он четко понимает, кто сегодня сидит в Белом доме. В Белом доме находится администрация Байдена, которая с самого начала этого конфликта требовала жесткого вмешательства в ситуацию. Да? То есть позиция Байдена отличалась от позиции Обамы тогдашнего. И сегодня я думаю, что Путин понимает, если только он туда полезет, что ему дадут так по рукам, что мало не покажется. А развязывать какую-то большую войну Путин не готов, и ему это не надо. Абсолютно. Просто у чеченцев есть такая поговорка. Если хочешь отстоять правый берег, вернее, берег, на котором ты стоишь, претендуй на тот берег, который отдаляет тебя, река тебя отдаляет. И Путин сегодня, застолбив свои позиции в Донецке там, и в Крыму, отвлекает внимание и Украины, и международного сообщества, что возможна эскалация, военная эскалация, и чтобы забыли эту тему, а говорили тем, чтобы Путин не начал новую военную кампанию. Никакую военную кампанию он не начнет. Ни в Грузии, ни там. От Украины то, что ему нужно, он уже взял. От Грузии то, что ему нужно, он уже взял. И он сегодня просто манипулирует, да, общественным мнением, мнением международного сообщества, делая вид, что возможны какие-то агрессивные действия в сторону Молдавии или Грузии или Украины. Он тем самым пытается застолбить то, что он уже заимел. И Южную Осетию, Абхазию, Транснестрию, и здесь Крым, Севастополь и Донецк. Мое мнение, что не будет крупной войны. Никакой военной авантюры не будет, Александр. Возможно, единственная военная авантюра, она возможна в Чечне. Это единственное место, где Путин может себе позволить продемонстрировать и силу, и волю, и каким-то образом попытаться еще раз дистанцироваться от Рамзана и от тех преступлений, которые они совершили. В этом случае, да, у Путина появится опять возможность как бы показать себя человеком, который наводит порядок. Дело в том, что Чечня, к большому сожалению, благодаря этому уроду, который находится, этому моральному уроду, который находится во главе этой республики, сегодня создали такую ситуацию.
вот с теми преступлениями, которые Кадыров якобы совершает, это не Кадыров совершает, это российские оккупационные структуры совершают эти преступления в Чечне. Но выносят их на весь мир, опять-таки, так называемая российская оппозиция. С какой целью это делается? Если в начале первой военной кампании мир вообще просто не понимал, что происходит. И ждали, что такое Чечня, Россия. Вторая военная кампания, были очень жесткие протестные акции со стороны международного сообщества. Совет Европы принял очень жесткую резолюцию. Соединенные Штаты Америки выступили, тогда был Клинтон, когда начиналась вторая военная кампания. Он выступил с жестким заявлением, что аж Ельцину пришлось там уйти с саммита с ОБСЕ, сказав, что пусть Клинтон и Америка не забывают, что мы ядерная держава. А сегодня сложилась такая ситуация, Александр. Все международные институты, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент, я не говорю уже отдельно взятые страны, Канада, Соединенные Штаты, все международные институты приняли резолюцию с требованием от Путина навести порядок в Чечне. Национальные парламенты приняли такие же резолюции с требованиями навести порядок в Чечне. И вы замечаете, так перманентно, из года в год, через каждые полгода всплывает ситуация, Чечня всплывает, да, наверх, вот с этими нарушениями, с массовыми убийствами. Но все это приписывается на Кадырова. Но Кадыров не сделает просто чих без ведома Кремля. Совершенно верно. Я больше того скажу. Вся эта чеченская схема убийств, да, зачисток, убийств массовых и так далее, она теперь распространяется на всю Россию. Абсолютно. Это было отработано там и теперь распространяется на всю Россию. Это технология, которая отрабатывалась там. Может быть, я уже это некоторый раз повторяю. Вот Алексеева, это был такой просто показатель того, что как российская общественность повелась на то, что Путин и его методы ограничатся чеченской территорией. Когда там произошел случай в какой-то российском регионе, и Алексеева ездила туда, и она комментирует. Мы знали, что по МВД есть такой указ, который позволяет им задерживать людей, там, разгонять и прочее, прочее. Но мы-то думали, что это распространяется только на Чечню. Вот оценка правозащитников российских. Ужас, просто рука-лицо, честное слово, да. И вот я к чему это говорю. И сегодня эти методы, которые используются в Чечне, они отработаны, отшлифованы, распространяются и на Россию, и на ближайшие соседние государства. То есть именно убийства, заказные убийства и прочее. И сегодня для Путина, для того, чтобы каким-то образом снова удовлетворить и российскую общественность, да, которая с каждые полгода, вот Кадыров это сделал, кадыровцы, чеченцы, кадыровцы. Анна Политковская кем убита? Кадыровцами. Борис Немцов кем? Кадыровцами. Там уйма этих преступлений, которые совершаются. И вот сегодня в этой ситуации, конечно, Путину навести очередной раз порядок в Чечне, это намного выгоднее, чем лезть куда-то. Потому что здесь он справится, здесь он имеет всеобщую поддержку. Но дело в том, что они ошибаются. Конечно, если сегодня очередной раз Путин развяжет кампанию в Чечне, он просто ускорит распад и разрушение России. Мы просто отсиживаться и находиться в оппозиции Кадырову и кадыровскому режиму не собираемся, если там что-то начнется. Естественно, сегодня более 300 тысяч чеченцев находятся в Европе и Европейском Союзе. У нас есть влияние, у нас есть возможности поднять здесь абсолютно реальные политические силы, которые будут препятствовать тому, чтобы очередной раз убивали чеченцев. Дело в том, что я вижу вашу реакцию, когда я сказал, что мы не собираемся просто отсиживаться. Дело в том, что это будет не против Кадырова. Это опять будет очередной виток геноцида против чеченского народа.
которые сегодня остались дома. И мы ни в коем случае не только не желаем этого, мы будем препятствовать тому, чтобы это произошло во всех отношениях. Мы будем препятствовать, и мы будем пытаться предотвратить это. Самое главное, сегодня нужно понимать, что путинскому режиму нужно что-то такое, о чем вы говорите. Ему нужен какая-то встряска, она ему необходима в Украине, в Грузии или в Молдове. Но дело в том, что это уже для них Молдовия или Карабах, или Грузия и Украина, они уже отторгнуты от Путина. Он не может просто так делать там все, что он делал до сих пор. За Карабахом стоит Турция, за Украиной стоит Соединенные Штаты и Европейский Союз, за Молдовой стоит Европейский Союз, за Грузией Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Самые незащищенные в этой ситуации – это Чечня, которая сегодня стала как бы бельмом на глазу у всего мира, ввиду того, что там раскручиваются все эти преступления, которые действительно совершает Кадыров. Но совершает он их с подачи, с позволения Кремля. Вот неожиданный прям такой поворот. Да. Ответственность за все это они хотят переложить на чеченский народ, который Кадыров выводит на площадь с требованиями или защиту интересов, или защиту самого Кадырова и того, что он делает. Я вот смотрел протестную акцию против «Новой газеты», которую Кадыров организовал. Это, конечно, мне стыдно за это, мне стыдно за тех людей, но я знаю, это просто подневольные люди, которых он вывел на площадь и вынудил говорить то, что они говорили. Но тем самым эти люди, которые вышли в защиту Кадырова, обрекают весь чеченский народ на очень жесткое наказание со стороны Кремля. Потому что нету грани между оккупационным режимом и чеченским населением. Как Кадыров, как и опытные чекисты в Москве пытаются перекладывать ответственность на население. Для этого выводятся эти люди, которые кричат: у нас все хорошо, у нас все в порядке, Кадыров наш падишах, и мы его любим и ценим. Да, неожиданный взгляд, совершенно неожиданный. Ну и последний вопрос у меня к вам, Ахмед Халидович. 2021 год заявлен официальным Кремлем как год выборов в Рейхсдуму, вот эту, в Государственную Думу. Ваше мнение, насколько морально участвовать в этих выборах? Надо ли в них участвовать? И будут ли люди, которые призывают, от оппозиции призывают участвовать во всем этом, нести какую-то моральную или политическую ответственность? Участвовать, призывать, участвовать в этой путинской акции, в этом балагане, это аморально. Это быть соучастником всего, что делает Путин и делал Путин. И играть в игры, которые устраивает Путин, и поддерживать и легитимировать вот этот режим, это не что иное. Никто туда, в эту Думу, не пройдет. Поэтому участвовать в этом балагане, с самого начала моя позиция была, что это аморально. И оно не изменилось. Я думаю, что не стоит русским, которые хотят свободы и изменений в самой России, они не должны участвовать в этом балагане. Спасибо вам большое, Ахмед Халидович, за этот откровенный разговор. Для меня действительно ваше мнение стало откровением по поводу Чечни, по поводу того, что Путин может затеять третью чеченскую войну. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо большое за то, что смотрите Сотник ТВ, за то, что поддерживаете наш канал. Пожалуйста, подписывайтесь также на наши каналы Сотник ТВ Live и Сотник ТВ Free. Ну и смотрите Сотник ТВ.